Добрый вечер, друзья! В эфире снова программа «Призвание». Сегодня мы с радостью пригласили на нашу встречу одного из ярких, талантливых первых дикторов Северной Осетии, радио и телевидения. У нас в гостях заслуженный артист Эрсу-Алани. Прошу жаловать, Тасултан Мамсуров. Тасултана Мамсурова знает каждый житель республики со времен зарождения телевидения. Глубокий торжественный тембр голоса диктора просто приковывал зрителя к экрану. Всегда безупречный во всем, он по сей день занимается исключительно тем, что самому страшно интересно. Отсюда успехи и ощущение полноты в профессии и в жизни. Таких людей ни с кем не спутаешь, такие люди видны за километр. В нем отражение времени, духа, и у каждого времени обязательно должны быть такие, как Тасултан Мамсуров. Про таких людей говорят человек-легенда. После окончания школы Тасултану Мамсурову пророчили медицинское будущее родители. Родные буквально заставляли его поступить в медакадемию. Он согласился, пошел на первый вступительный экзамен. Конкурс был бешеный, на одно место 20 человек, вспоминает Тасултан. По признанию самого Тасултана, ему очень повезло в жизни, потому как довелось работать среди великих людей, как, впрочем, и учиться, еще будучи школьником, у великих педагогов. Один из любимых преподавателей, учитель осетинского языка и литературы Дзамбулат Аликов, заставлял читать не автоматически, а вкладывая смысл. Для него важно было донести то, что хотелось сказать поэту. Во многом именно это умение помогало Тасултану потом, уже впоследствии в своей работе, выступать перед комиссией Осетинского театра, пробуясь в артисты труппы. Его зачислили сразу, кстати. Скажите, пожалуйста, как вы пришли на телевидение? Насколько я знаю, вы начинали свою профессиональную стезю с актерской скамьи. Как получилось так, что вы попали именно в средства массовой информации? Я пришел, чтобы отойти от этих сайма. Пришел в полдень, зашел, там уже бывшие актеры Осетинского театра, 6 человек в разных редакциях работали режиссерами. И один из них Томаев Кошта, и он как раз напротив меня оказался в фойе. Пришли в студию, почитал то, что просили, прибежал таким мощным голосом, кричит: все, конкурс окончен. Я на него так посмотрел, говорю: как окончен? Вот так. Я говорю: а в чем дело, почему? Я не понял. Вот на тебя остановились. Я говорю: ничего себе. Я вообще пришел так себе, чтобы просто избавиться от этих пригласительных слов каждый день. И вдруг они меня приняли. Это вступление. Но тот период был очень весомый, сочный, потому что каждый день у каждого из нас 4 дикторов были, кроме последних известий на 2 языках, огромные передачи. Притом тот период шел так, что любая передача, любое обращение шло в прямом эфире. Записей никаких не было. Никаких. Это записи шли только на кино пленке, а кинопленка стоила очень. То есть вы не имели права на ошибку? Абсолютно. Абсолютно. Даже и представить не могли ни я, ни другие, что можно ошибиться у микрофона или перед камерой. Наверное, все-таки возраст своего требует и подсказывает. Обстоятельства у нас были такие, что мы друг друга отлично понимали. Все буквально, все, не только дикторы. Человек радовался каждый день тому, что ты выносишь на публику что-то новое. Каждый день что-то новое. Вот прошло столько времени, с 1962 года, и в последние годы, что творится у нас, я имею в виду местное радио, местное телевидение, разница уже огромная. Мы идем куда-то вниз, и не знаю, до каких пор это будет продолжаться. Якобы это дела ВГТРК, это всероссийский. Бывший комитет сегодня не так называется, но тем не менее они нас на такой степени в тупик загнали, что уже кроме последних известий, наверное, скоро у нас ничего не будет. Вот вам разница, на ваш вопрос.
Осетинский театр обрел второго Вало. Очень сильный артист, будет по нему видно, говорили сверстники. В 1962 году в Северо-Осетинском комитете телевидения и радиовещания был объявлен большой конкурс на место диктора, мужчины, читающего текст на осетинском языке. Мамсурову, который уже был известен артистом, предложили попробовать свои силы. Днем устроили просмотр, а вечером он уже вышел в эфир с новостями на осетинском языке. Свой дебют он не забудет никогда. Я никогда не старался разговаривать на русском языке, поскольку меня пригласили и приняли как диктора осетинских текстов. Но тем не менее, если я дежурил, я должен был уже разговаривать со зрителем. И вот каждый вечер мы, я как сказал, встречались и представляли зрителю совершенно новых для них людей. В республике они не новые были, но люди же их на лицо не знали. Допустим, были у нас очень много профессоров в разных институтах, но больше всего приглашали из мединститута. Потому что, поскольку это со здоровьем связано, разные виды, разные болезни, и приглашали, и представляешь, и человек запоминал очень много людей. Вот такие дела были у нас. А что касается параллельной жизни творческой, сценической, там что происходило у вас? Или вы как-то не совмещали их? Совмещали Нет, в тот период уже нет. Я уже отошел полностью, только телевидение. Не пожалели? Ну, трудно это сказать. Иногда жалеешь, иногда думаю сам раз, там, почему я ушел. А потом, когда сопоставляю, то, честно говоря, то, что какие я программы читал на осетинском языке, именно программы. Вот, допустим, был такой период, это был 65-й год. Здесь были из Москвы, из Госкомитета Союза СССР, знаменитая Ольга Сергеевна Высоцкая и не менее знаменитый потом диктор центрального телевидения Виктор Иванович Балашов. Они целый месяц были здесь, здесь они проводили занятия со всеми дикторами всех республик Северного Кавказа. И в этот период мне Юрий Мерденов был нашим главным режиссером, дает огромную программу о Шекспире на осетинском языке. Программа шла 1,5 часа. Он немножко сам поработал со мной, но я очень просмотрел, хорошо поработал над материалом. Наизусть не выучил, но содержание хорошо помнил. Возле себя стоит вот такая кипа бумаг. Я так сижу полубоком и разговариваю. Иногда заглянешь и дальше продолжаешь. Отрывков было много, поскольку в Осетинском театре было поставлено на тот период 7 разных пьес Шекспира. К чему я это говорю? Мне это очень интересно было вести. С одной стороны, будущий актер этого театра, и вдруг я представляю тех знаменитых личностей сцены, с кем я бегал по сцене, как начинающий актер. И Виктор Балашов мне на второй день говорит, мол, сегодня утром Высоцкая меня спрашивает, ты вчера смотрел программу? Да. А кто этот ведущий? Я говорю, вот такой диктор у них. А какая у него категория? Ну, знаю, какая у него 3-я категория. Может, на меня посмотрел и говорит, Витенька, ты опять что-то перепутал. Диктор 3-й категории, чтобы вот такую махину, программу, вот так полубоком сидя и разговаривая, этого не может быть. Ты посмотри внимательно. Он достает список, вот 3-я категория. Безобразие. И вперед. А Гузаров, председатель нашего комитета радио и телевидения, навстречу к ним. Это он мне передал, Балашову. Только они подходят к дому радио, и он заезжает утром. Вышел, радуется, здравствуйте, здравствуйте, на него смотрит ему и произносит, а я на вас в обиде. Смотрит, а что случилось? Оказывается, вы своих людей не уважаете. Человек не знает о чем, она вот такую реплику. А кого я не уважаю? Вы вчера о Шекспире программу смотрели и опять рассказывает то же самое. А почему этого молодого вашего ведущего только 3-я категория до сих пор?
Вот поэтому вы говорите, что я не уважаю. Я даже не знаю, какая у него категория. А почему не знаете? Ну, это мы исправим сегодня же. И на второй день мне дают вторую категорию. Султан, я знаю, что помимо дикторской вашей деятельности вы еще активно работали в оркестре Газданова, то есть певческая стезя вас тоже очень привлекала. Расскажите об этом периоде вашей жизни. Мы выросли в одном селении, вместе дружим по сегодняшний день. Наши отцы были названными братьями. Ефед, Мамафед. Вот так мы знаем друг То есть друга. у вас было еще музыкальное образование, или вы У туда? меня не было никакого образования. И как вы влились в коллектив? Нет, я у него не работал. Не работали? Нет, он меня просто приглашал, он писал специально отдельные песни для начала. А потом, между прочим, петь я начал в Южной Осетии. Опять в Южной Осетии? Да. Нет, начало вообще-то было сделано здесь, еще будучи учеником 10 класса. Меня попросили принять участие на районных конкурсах художественной самодеятельности. У нас в классе было много музыкальных людей, и создали сами своеобразный оркестр. Одна играла на гармошке, другой на скрипке, третий на гитаре, четвертый на балалайке, а я пел. Но поскольку я пел такие слова староосетинские, шуточные куплеты, но я же ученик школы, в 10 классе, я уже через 2 года заканчиваю школу, мне скоро уже 18 лет, но я считался учеником школы, и меня дальше не пустили. Ученик, мол, средней школы поет о любовных делах. Какие любовные дела? Это куплеты народные, я их придумал. А потом в Южной Осетии я в спектаклях начал, играя, там были песни в 2 местах. Один спектакль «Уш-Кургаси», там много было песен. Другой спектакль был «Шанят» по роману Уруймаговой. Там «Атарбек», а там красивая была песня. Alıştı hudan был, Лашет терк пушифтар выланты, Ермашт машагаш машуз гориша, Яшин небавузан ябой. Вы в своем разговоре часто отмечаете ваши приезды в Южную Осетию и сотрудничество с нашим драматическим театром. И каждый раз, привнося что-то новое, открывая зрителю то, как проходила ваша жизнь именно на юге Осетии. Какие самые яркие впечатления остались у вас? Когда я много-много лет после попал туда, в Южную Осетию, особенно в Цхинвал, мне было очень грустно после вот первых стычек с грузинами. Вот эти поломанные дома, сожженные места огромные, вот эти. Я даже представить не мог. После того, что я запомнил, эту красоту, эту зелень, все дома под этими огромными деревьями, все пышно, так красиво. И вдруг мне было очень тяжело, очень тяжело. Потому что, когда я полностью уехал оттуда, я очень часто возвращался туда, потому что там был у меня названный брат Кукуй-Талапу. Это был дочь Чабиевой Нины. Это знаменитая Нина Сабион, крупнейший мастер сцены. Ей было где-то лет 43, когда она стала уже народной артисткой Грузии. Другая Гаглоева Зинаида, тоже народная артистка Грузии. Дмитрий Мамьев, народный артист Грузии. А заслуженных сколько было, я уже не знаю. И дальше те актеры, которые давно когда-то ушли со сцены, старушки, старики, их так много было, такие красивые мужчины, женщины, вот эти
сценические бывшие работники. Вот в ансамбле какой был коллектив, какие певцы там были в этом ансамбле, какие танцоры там были. Это трудно даже сегодня говорить. Я никак не могу забыть Хашбегаглоева, когда он выходил и танцевал грузинский танец, картули. Я до него тоже не видел подобного исполнителя. Это был, я уехал оттуда в 60-м году. По сегодняшний день подобного танцора ни у грузин, ни у осетин я еще не видел. Это удивительно, как он вообще этими ногами работал. Кинжал вот так стоит, чуть-чуть подергивается, чуть-чуть, как будто вообще на нем ничего не было. Ярдыгай ола, мажмалгадарна котта, а в те улавудишь, макахта тартаркоттой. Важно каждый день познавать что-то новое, стремиться быть лучше себя вчерашнего, убежден Тасултан. Это прописная истина, которую он неустанно следует объяснять искреннюю любовь и преданность публике. Мастерство никуда не уходит с годами, но и не приходит само по себе. Для Осетии Тасултан Мамсуров олицетворение целой эпохи, величина, которая измеряется истинной, не ретушированной реальностью. Она построена на душевной чистоте, там нет места фальши, только голос совести, с которой голос эпохи старался быть в ладу. У каждого времени есть, конечно, свои герои. С особым упоением Тасултан сегодня в нашем интервью вспоминает Южную Осетию и те далекие годы, когда ему посчастливилось работать в нашем государственном драматическом театре. А совсем недавно он приезжал на юг с целью повышения квалификации наших дикторов. 50 лет в эфире первый диктор осетинского радио и телевидения Мамсуров отметил свой 75-летний юбилей. Его день и сегодня расписан по минутам работы на радио, репетиции в оркестре Булата Газданова. Однако в плотном его рабочем графике всегда находится время для семьи. Тасултан Сасламбекович признается, что больше всего любит проводить время с любимым внуком, а накануне юбилея диктора отметили в Осетинском театре. Султан, вы прожили сразу несколько эпох и политических, и социальных каких-то перемен, да? Вот вы были свидетелями очень многих перемен в вашей республике и в целом по миру, да? Вот сегодня, уже спустя прожитого такого богатого опыта жизненного, как вам живется в сегодняшних реалиях, и вот легко ли адаптироваться, ориентироваться и находить уже общий язык с этой молодежью? Или все-таки вы себя чувствуете не в своей тарелке? Иногда бывает так, что человек задумывается, а стоит ли мне сегодня вмешиваться, допустим, в такой разговор с более молодыми людьми. Есть среди них очень такие, не то что умные ребята, это простое выражение ум, а люди среди этой молодежи, девочки и мальчики, которые могут выслушать внимательнейшим образом и сопоставлять твое видение, то, что им рассказываешь, с чем-то другим. Многие соглашаются, потому что я со вчерашней трибуны с ними никогда не говорю. Потому что человек должен смотреть на сегодняшний день, а то, что было хорошего, это уже рассказывай. Если ум у этого человека работает, то он будет что-то брать со вчерашнего, из твоих разговоров, да, и уже для себя возьмет на будущее что-то приятное. А так невозможно, конечно. Мне тяжело бывает, потому что сегодня, особенно вот когда говорят, и по-осетински есть слово «ахдау». Утрачивается смысл. Да. Это слово очень, несколько букв буквально, а весомость огромнейшая. Просто одним словом это выражение, я иначе никак не могу сказать, ахдау – это выражение целое. Это выражение этого слова просто несколькими буквами русского языка невозможно перевести, потому что человек ничего не поймет. Слово в слово перевести это ничего не говорит. А вот о чем, именно почему, при каких обстоятельствах произносится это слово ахдау, это уже огромный вес имеет в народе. И вот мы сегодня на этот ахдау слово, с весомостью этого слова, мы как-то уходим в сторону. Это очень паршиво. В силу современных течений, наверное. Очень, да. Очень нехорошо это. Все люди возле нашего округа стараются именно не упустить от своей нации свой ахдау. У каждого народа есть этот ахдау. Особенно ингуши, чеченцы, кабардинцы,
Они вот так держатся за все это. Да и грузины тоже. Ну, Грузию я не знаю, я не бываю там. То, что их огромное количество, им легче. А когда народ малюсенький, и еще вдобавок со всех концов, со всех республик сюда каждый день приезжают новые люди, со всеми ведут разговоры на русском языке, и основная масса осетин переходит на этот вроде бы свой язык, русский язык. Это плачевно. Плачевно еще как. Очень даже. Даже за осетинским столом иногда произносят тосты на русском языке. Это человек, с которым всегда легко, интересно и уютно, у которого есть чему поучиться, и мы в этом сегодня убедились сами. За плечами Тасултана 75 лет, но Тасултан Мамсуров продолжает работать и на радио Алания, и в оркестре Булата Газданова. И голос настоящего профессионала, первого диктора северо-осетинского телевидения и радио продолжает радовать преданных слушателей. В одном из своих интервью вы сказали, что последняя ваша работа – это озвучка известного писателя, как на юге, так и на севере, Владимира Гаглоева, его произведение «Пробуждение» на осетинский язык. Вы его прекрасно озвучили, и для вас это было открытием, то есть это произведение вас очень сильно потрясло, чем оно вас впечатлило, и что, на ваш взгляд, какой период сегодня переживает Осетия, пробуждение или все-таки какой-то духовной спячки? Когда читал этот роман, я очень часто над этим задумывался. Там такие тонкости он описывал, Володя. Я же с ним был знаком. Мы втроем жили в Утидеевых целый год, когда он приехал из Москвы после окончания университета. И хорошо его знал. Это был отличный прозаик, но еще весомее он был как драматург. Язык знал отлично, но вот в этом романе у него очень было таких моментов, которые я лично не мог понять по предложениям. И мне приходилось их чуть-чуть подчищать, чтобы слушатель мог понять, о чем идет разговор. Но дело не в этом. Будучи у микрофона с этим романом, я очень часто сопоставлял нашу сегодняшнюю жизнь. Потому что он до такой степени вошел именно в жизнь осетин, в горах особенно. Таких тонкостей я ни у одного из писателей, ни в Южной Осетии, ни в Северной Осетии никогда не читал. Как он их собирал, где он их собирал, к сожалению, невозможно узнать. И мне очень неприятно то, что мы в какой-то степени спускаемся к тому периоду, с чего начиналось вот это произведение Владимира Гаглоева в самом начале. А может быть, есть какие-то рычаги, что может повернуть ситуацию, на ваш взгляд? Это уже от общества всего зависит. А общество что? Общество смотрит на руководство. Если руководители республики за собой не тянут общество, едва ли общество потянет руководителей за собой. Это невозможно. Но все-таки последнее слово за молодежью, и от них очень Я много думаю, зависит. да. Я думаю, да. А молодежь у нас подрастает, неплохая молодежь у нас.